Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 22. Сановники, индейцы Майя и казаки Тихого Дона. Сановник. Санлау. Есть еще в русском языке слово «сановник» – «сан». От этого слова украинский «шан», что означает почет и уважение, и татарский «шанле», что означает «славный», которое употреблялось уже позже, во время царей, для обозначения крупной бюрократии в российском государстве. Позже от этого же слова образовались слова с этим же корнем – чин, чиновник. У поэта-декабриста Рылеева есть строки, которые мы когда-то изучали в школе. «Я ли буду в роковое время позорить гражданина сан?» Учительница русского языка и литературы в городе Нижнекамске, где я заканчивал среднюю школу, Энзе Харисовна говорила: «Не путайте, бутау, по-татарски бутау, не путайте, ребятки, это слово не сам. В конце этого слова стоит не буква М, а буква Н. Это старое русское слово сан». Откуда нам было знать в то далекое советское время, что старое русское слово обычно оно и есть тюркско-татарское слово? Естественно, есть слово «сан» и в татарском языке, что означает число. Сан – число. Употребляется сан в татарском языке и в значении тела. Саном наджия алмим. Есть еще слово санлау, что означает признать человека человеком. Санлау. Короче, куда ни сунься, от тюркско-татарского «сыну» в том же значении выходишь на неисторический тюркско-татарский язык. Чтобы не быть голословным, перенесемся за 3-9 царств и обратимся к языку американских индейцев майя. Сан. Есть такое слово и на языке майя. Сан. Есть такое слово и на тюркско-татарском языке. Сан, чин, чиновник. Есть такие слова и в русском языке. Все эти 3 слова на 3 языках имеют один и тот же корень и одинаковое значение. Продолжаем листать словари. Таз на языке майя. Ташу на тюркско-татарском. Таскать на русском языке. Все 3 слова на 3 языках имеют один корень и одинаковое значение. Ал, улу на языке майя. Ул на тюркско-татарском. Караул, есаул, улан на русском языке. Все 3 слова на 3 языках имеют один корень и одинаковое значение. Чап на языке майя. Чабу на тюркско-татарском. Сабля на русском языке. Все 3 слова на 3 языках имеют один корень и одинаковое значение. Юта на языке майя. Ета, еткалык на тюркско-татарском. Глотки, проглотить. Все 3 слова на 3 языках имеют один корень и одинаковое значение. Ми, бин на языке майя. Мин на тюркско-татарском. Мне, меня на русском языке. Все 3 слова на 3 языках имеют один корень и одинаковое значение. Идите в баню. Все это бред сивой кобылы. Спасибо за очередное посылание.
Я и сам понимаю, что ситуация тут примерно такая, как говорит об этом Саахов из комедии Гайдая «Кавказская пленница», которого великолепно играет актер Владимир Этуш. Саахов так учит Шурика. А политично рассуждаешь? Не понимаешь политической ситуации. Как река Тын стала Доном? Казаки отличаются от горцев только небритую головою. Почти все они говорят по-татарски. Бестужев марлинский. В России живем. Купил в магазине Кагор с литературным названием «Тихий Дон». Выпил. Сейчас пишу под парами этого вина. Ничего так. Тихий Дон. На литературу потянуло. Взял книгу из полки. Открыл первые странички романа, где есть знаменитая древняя казачья песня о Тихом Доне. «Не сахами-то славная землюшка наша распахана, распахана наша землюшка лошадиными копытами, а засеяна славная землюшка казацкими головами. Украшен-то наш Тихий Дон молодыми вдовами, цветет наш батюшка Тихий Дон сиротами, наполнена волна в Тихом Дону отцовскими материнскими слезами». Великое произведение русского мудреца Михаила Шолохова. Но почему Тихий Дон? Дон, утверждают злые языки, стали на них нет. Дон, утверждают злые языки, когда-то на тюркско-татарском языке назывался рекой Тын, что означает реку, которая течет тихо. Тын. Древние греки ее так и называли Танаис, Тын-Аис. Потом принявшие православие тюрки-казаки обрусели. Вслед за ними обрусела и река. И Тын стала Доном. Но в памяти народной запомнилось его тюркско-татарское Тын. Тын, тихий. Вот откуда великолепное название великого романа «Тихий Дон». Заодно и заметим, слова в казачьей песне тоже имеют аромат тюркско-татарского языка. Саха. От тюркско-татарского слова сука. Распахана. Пахать. От тюркско-татарского багу. Джирне багу. Пахать бага. Засеяно, сеять, от тюркско-татарского сибу, сибу. Казак, что и казах, кочующие тюрки. Батя, батюшка, от тюркско-татарского слова ата, батя. Батя, ата. А откуда произошли казахи? Казаки. Об этом мы поговорим уже в следующем видео. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам.